Здравствуйте, ребята! 63-й урок «Для чего служит одежда?». Как говорил Антон Павлович Чехов, в человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Как бы вы ответили на вопрос, почему человек стал одеваться? Как вы думаете, ребята? Потому что одежда согревает, оберегает, защищает и украшает человека, да? Расскажите, как выполняются действия. Можно ли сказать, что эти глаголы относятся к одной тематической группе? Бабушка что делает? Вяжет. Мама что делает? Шьет. Ася что делает? Вышивает. Жанна что делает? Штопает. Улжан что делает? Гладит. Роза что делает? Стирает. Подумайте, ребята, к какой тематической группе относятся все эти глаголы? Так, рукоделие, да, например. Послушайте текст, о чем вы узнали, что обозначают выделенные слова: предмет, признак или действие. Что делали? Делали. Что делать? Защитить. Что делать? Что делали? Связывали, обматывали. Научились связывать, переплетать. Что сделал? Научился обрабатывать, выделывать. Что сделали? Научились делать. Эти слова обозначают действие. Как выглядел самый первый костюм? Прочитайте текст, поставьте вопросы к выделенным глаголам. Докажите, что они употреблены в прошедшем времени. Что делали? Изготавливали. Суффикс «л» – глагол прошедшего времени. Что делали? Обертывали. Что делали? Укрепляли. Что делали? Занимались. Что сделала? Появилась. Что делали? Жили. Что сделали? Сделали. Что делали? Шили. Что делали? Носили. Глаголы все в прошедшем времени, в форме прошедшего времени, потому что у них имеется суффикс «л». Упражнение выполняем. 199. Поезд прибывает, автобус подъезжает, теплоход приплывает, часы идут, птица летает, жук ползет, конь скачет, ребенок убежал, рыба уплыла, мама ушла, спортсмен бегает, солнце село. Спешите, вставляя вместо знака подходящие по смыслу глаголы, обозначающие трудовую деятельность. Укажите лицо и число глаголов. Строитель строит, учитель учит, врач лечит, писатель пишет, летчик летает. Упражнение 401. На что указывают глаголы? Определите их лицо и число. Трава зеленеет. Она. Третье лицо. Единственное число. Небо темнеет. Третье лицо. Единственное число. Тучи что делают? Чернеют. Множественное число. Третье лицо. Множественное число. Из глагола 402 упражнении, из этого текста вдруг исчезли несколько глаголов. Найдите и вставьте нужные глаголы вместо знака. Вместо вопросительного знака вставляем глаголы из слов-помощников. Русская пословица гласит: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Раньше люди
Раньше люди старались держать в тепле не только ноги, но и поясницу. Поэтому в России носили не куртки, а именно пальто, шубы, дубленые полушубки, которые закрывали поясницу. Именно такая одежда лучше всего подходит для русской зимы. В 403 упражнении прочитаем и прочитайте и заглавьте текст, о чем вы узнали. Докажите, что это текст рассуждения. Как можно озаглавить этот текст? Одежда. Так, докажите, что это текст рассуждения, ребята. Вот в начале текста дается нам тезис, да, вопрос задается. Почему у одного члена племени висела на плечах дырявая шкура какого-нибудь козла, другого согревал мягкий, блестящий мех когтистого хищника? И даются доказательства, да, этому, что оно означает. И делается вывод в конце текста. Поэтому это текст рассуждения.